В 2008 году в Чечне торжественно отметили 420 лет установления добрососедских отношений между чеченцами и Россией. Это было в 1588 году, около 200 лет до вхождения ингушей в состав Российской империи. Шахрудин Айдиевич Гапуров, доктор исторических наук, профессор, академик и президент Академии наук Чеченской Республики, передает следующее. Чеченцы могут поставить вопрос о том, что они вошли в состав России в 1588 году, ведь в том году первое чеченское посольство посетило Москву, и русский царь в 1589 году подписал грамоту о принятии чеченцев под покровительство России. К середине XVIII века значительная часть чеченцев, учитывая выгоды торгово-экономических связей с русскими поселенцами, обнаруживали относительную устойчивость в отношениях с Россией. В 1747 году российское подданство приняли жители крупнейших чеченских обществ – Чебутли, Шали, Герменчук и Алды. Видимо, Василий Александрович Пота не без оснований отмечал, что к середине XVIII века большая часть Чечни считалась в российском подданстве. Гапуров также отмечает, что Российско-Ингушское соглашение 1770 года – первый двусторонний официальный документ, в котором отражено начало присоединения Ингушетии к России. В реальных же российско-ингушских отношениях ничего не изменилось. В Ингушетии не было официальных российских представителей и ни одного российского административного органа. Как мы видели, чеченцы не только не воевали при появлении русских на Кавказе, они и сотрудничали с ними, и даже помогали русским в завоевании многих селений. Как и было отмечено в данном письме из Шубутского джамаата царю Алексею Михайловичу в 1657 году. Гапуров также сообщает, что в 1781 и в 1807 годах еще раз были подписаны документы о принятии чеченцев в российское подданство. Таким образом, есть несколько дат: 1588, 1657, 1747, 1781, 1807 и, конечно же, после окончания Кавказской войны в 1859 году, когда чеченцы предали имама Шамиля, как сообщается в труде «Кавказ и Кавказская война». 1860 год. Испытывав над собою власть имама Шамиля, чеченцы большую частью с радостью, и можно думать, искренне перешли ныне под владычество России.